И они не должны быть покрыты обязательно золотом сусальным или еще чем-то. Это может быть чей-то автограф, это могут быть фотографии семейные. Я думаю, они продолжают жить. Вот я не смотрю на, я вот даже выбираю эти вещи, это вот такие, которые могут жить сегодня. Говорят люди, не люблю антиквариат. Мне кажется, это отказаться вообще от искусства, отказаться от истории, от всего, что нас украшает, может быть, украшает наш быт. Я смотрю на эти вещи и выбираю их, исключительно по своему вкусу. Естественно, у меня присутствует какая-то вот тщеславная надежда, что этот мой вкус кто-то оценит и приобретет эту вещь, то есть она найдет новый дом, и меня это радует. Все началось со своей коллекции. Сколько я себя помню, я всегда что-то собирала. Всегда. То есть это были какие-то шкатулки разные. Тогда это были немецкие шкатулочки, которые я еще совсем была молоденькая, не очень разбиралась в клеймах. Но поделок было немного. Был у нас такой развал, такая вот как поле чудес сегодня. Вот что-то такое было в районе стадиона, или я уже не помню, где-то там. Каждое воскресенье, будучи там школьницей сначала, потом студенткой, это была охота. Это было какое-то вот, как сказать, это было, вот если найдешь какую-то интересную штучку, уже тогда. Я вам хочу сказать, что какое-то чутье – это врожденное во мне, конечно. И я набрала так неплохую, даже по сегодняшним меркам, коллекцию маленьких фарфоровых шкатулочек. Первую помните самую? Да, она была в виде, она, кстати, была, это, конечно, было не Фаберже, она была в виде кобальтового яйца, усыпанного разными фарфоровыми цветочками. Причем дно было из фарфорового мха, и на этот мох опустилась маленькая птичка, и держалась она на этом одним клювиком. Вот я ее очень хорошо помню. Это и было начало, вот желание найти еще что-то подобное. Коллекция была такая немаленькая, уже где-то около 60-70 шкатулочек у меня было. Они были небольшие, разных совершенно форм. Там был и Веджвуд, там был и Мейсон, шкатулочки были. Тогда это были другие деньги, можно было это покупать. Тогда не было интернета, и очень трудно было доставать книги. Это первая моя книга о клеймах, она ко мне попала в руки с большим трудом. Это в Москве. Я там в Глобусе, из-под полы, мне ее за какие-то немаленькие деньги продали. Когда-то мне мои рассказывали, я дедушку не застала с материнской линии, но мне говорили, что он закончил Тифлисскую гимназию для благородных детей. У него был трехэтажный торговый дом в Синаке, и рынок был его. А в Персию он ездил за товарами. Понимаете? И когда сестра мне, она говорит, это ты в деда, это ты в него. Я сколько себя помню, у нас дома, всегда было, у нас, допустим, ванная была из красного дерева, с мебелью из красного. Это было мамино приданное. То есть весь дом был в антикварной мебели, это было ее
приданое. Дома у нас стоял рояль, например, Дидрих Фририх, который, он стоял и в мамином доме. Ну, как бы вот такие предметы, они, конечно, меня окружают. Мой отец родился в 2014 году. Я ребенок пожилых родителей. И он рано осиротел. Но он получил, конечно, ну, я не знаю, там тяжелое детство у него наверняка было, потому что в 2017 году пришла советская власть. И, естественно, там были какие-то гонения у них и все такое. Это все было. Отец это рассказывал. Он был самурзаканский дворянин, как он говорил, мы столбовые дворяне. А бабушка у меня Чкотова. Она была княжна. Она умерла тоже бедно рано, поэтому вот дети остались. Они остались у своего родного дяди, дети вот эти осиротевшие, там мать умерла раньше. Ну, всех репрессировали, это все плохо, в общем, история плохо закончилась. Я ее подробно не знаю. Осталась какая-то, была какая-то у мамы типа купчая на земле какие-то была. Вот и все, больше ничего. И то мы не знаем даже, куда это. Какая-то, нет, ну какие-то брошки, какие-то бабушкины, вот что-то такое вот осталось. Наши дворяне, они не были так богаты. Были богаты, может быть, там Ачиба, Чадиба, вот такие какие-то более первые фамилии владетельных князей. Это были владетельные князья. Вот они, у них наверняка что-то сохранилось или что-то можно собрать. А все остальное я не думаю. Ну, старые кинжалы какие-то, если то вряд ли они сохранились. И вряд ли они принадлежали именно этим людям. Вот это очень трудно будет найти. Потому что у нас же как абхазцы к этому относились. Они не были привязаны к вещам. Ну, вот я помню своего отца, вот он бы не сохранял бы ничего. Это бы все... Это что-то от мамы больше, чем от отца. Он бы это, ну, мужчины как-то к этому не были. А женщины не сохраняли эти антикварные или вообще какие-то вот вещи. У нас не было вот этой культуры передавать из поколения в поколение какую-то вот одну вещь. Потому что у нас были войны постоянно. Вот почему говорят, история антиквариата в Англии, богатая история антиквариата. Потому что в каждой семье есть вещь, которая, ну, не менее 400 лет. Вот передавалась она по наследству. Почему в Европе это есть, а у нас этого нет? Да потому что у нас войны были постоянно, всегда что-то отнимали. Правильно? А что было там? Там не было, там было затишье. Там не было такой войны. Мне приносят вещи из дома, и они не должны быть покрыты обязательно золотом сусальным или еще чем-то. Это может быть чей-то автограф, это могут быть фотографии семейные, это в конце концов могут быть настоящие фотографии, ну хотя бы там, не знаю, каких-то известных людей, которые бывали у нас. Это тоже стоит денег. И были фотографии. Вот я видела в интернете фотографии, которые были сняты на Черном море. Это когда там находили амфоры, какая-то экспедиция, она находила амфоры. И вот это такая вот научная экспедиция, эти фотографии были настоящие. Вот они стоили безумно дорого. Они стоили, я уверена, они наверняка в чьей-то семье, в каком-то альбоме, что-то подобное, кто-то помогал. Кто-то там снаряжал, кто-то их кормил, эту научную экспедицию, потому что это было у берегов вот у нас, в Сухуми, где-то здесь. Но вот эти фотографии, я видела, они были выставлены с этими людьми из этой экспедиции, и стоили они очень-очень даже прилично. Но старое тоже не все антиквариат, есть что-то и ширпотреб старый,
Вот что-то из этого вот мне приносили. Но я знаю, что есть где-то в Гаграх, где-то вот мне как рассказывают, есть коллекции. Есть у кого-то Чепарус оригинал, есть Дмитрий Чепарус, есть такая фигура у кого-то. И похоже, что это оригинал, я видела фотографии. Похоже, что это оригинал, тоже великолепные вещи. Я вообще люблю вот этот период ар-деко, он был не такой короткий. И этих вещей не так много этого периода, и они такие неповторимые, я бы сказала. Они такие с дыханием времени вот этого, такого какого-то, какая-то анархия витала, вот, какое-то вот что-то было такое без правил в воздухе. Вот это такое время. Вот у меня есть одна вещь такая из этого времени, бронза. Но пока она не нашла свой дом. Достаточно серьезная вещь мне попалась. Это было несколько лет назад. Это была фарфоровая фигура, называется «Хорошая мать» Мейсон. И тут мне попадается какая-то я вижу роскошная фигура, там в стиле рококо. Это дама сидящая, прекрасная, и дети, которые на ней висят, стоят, и колода карт рассыпана у нее. Дети играют этими картами, и еще колода вся рассыпана у нее, там вот и крестовый король, вот это маленький крестовый король у нее лежит там на руках. И я, конечно, в нее вглядывалась, вообще не зная, кто такой, это не несколько лет, может, больше тому назад. Я даже вот, посмотрела мечи скрещенные, понимаю, что это Мейсон, но не уверена, что это оригинал. Вот абсолютно. Стала изучать. В полной уверенности, не может быть. За те 5000 рублей, которые я отдала за эту фигуру, я никакого Мейсона купить не могла, я так предполагала. Оказалось, это оригинал, 19 век. Я, естественно, состою в разных сообществах. Там в коллекционеров, экспертов, и стала отсылать им просто фотографии, клейма, очень подробные, там всякие черточки, там сама изучила. И да, это оказался оригинал. Оригинал, который попался мне вообще, я не знаю, там за очень небольшие тоже деньги, которые оказалось, что до сих пор выпускается эта фигура, что она лимитированная, выпускается 3 фигуры в год, до сих пор мейсонским фарфором, и стоят они в пределах 1,5 миллиона одна фигура, вот это вот. Роспись бывает разная у них, все зависит от художников, которые расписывают ее. Она нашла свой дом. Очень много попадается мне вещей, которые я просто не в состоянии... Если я нахожу под эту вещь клиента, то есть я заранее посылаю фотографии, прошу выкупить ее. Естественно, бывают такие вещи. В Польше на аукционе я нашла вазы Грачева. Стекло с серебром. Они были роскошные, цена была, конечно, заоблачная. И я поняла, что я их выкупить не смогу.
Через какое-то время там была такая вот ссылка, я удивительным образом нашла хозяина этих ваз. Я с ним связалась, я ему написала. И он согласился отдать эти вазы за более, ну, намного ниже цену, в общем. И под эти вазы я нашла покупателя, которые получили эти вазы у меня. Вот они, я думаю, что они довольны, потому что вазы оригинальные, очень-очень дорого стоили. Я считаю, что это прекрасное вложение денег. Вот я рассказывала уже об этом, что была у меня картина на шелке. Ну, просто она была 19 века, на тончайшем, ну, просто, я не знаю, вот это очень старый был шелк. Великолепная картина. Я ее не знаю, никак не нашла, нигде не нашла вот приблизительную стоимость. И просто огульно сама решила, что ну где-то 18-20 тысяч она должна стоить. Ну, за эти деньги я ее и реализовала. Потом случайно мне попадается нечто подобное, но уже с большим описанием. С ценой, которая там не нулей было, ну очень много. И я обалдела. Тот же автор, та же, ну вот этого же автора вот, работа. И когда клиентка в очередной раз зашла к нам на работу, она тоже что-то присматривала, еще что-то, та, которая купила эту картину, она вдруг так сказала: вот ты знаешь, я купила у тебя эту картину, вот она висит там, вот мне что-то не очень там нравится, как она висит. Я хотела вот тоже что-то такое, только чтобы было размером побольше. То есть она ее покупала просто какое-то место вот украсить. И я ей предложила, я говорю: а вы не хотите мне ее продать назад? Я готова вам заплатить те же деньги, ну даже добавить чуть-чуть. Естественно, она отказалась тут же. Ну и тогда я ей рассказала просто, сколько стоит сегодня эта ее картина. И я думаю, теперь она ее продавать не будет. И она ей нравится уже, как она там висит. Экспертиза, да, экспертиза стоит недешево. Вот за экспертизу бронзовой статуэтки я заплатила 30 тысяч рублей. То есть, естественно, она не может, статуэтка стоит 30 тысяч рублей. Правильно? И причем это была экспертиза, как вам сказать, ну, надежная. Вот так, чтобы надежная, она дороговата, конечно. Ну, есть экспертизы драгоценностей, вот гемологические, там вот очень хорошая на Миклуха-Макла, я часто пользуюсь на Москве, на Миклуха-Макла в геологическом музее. Там экспертиза, стоит около 5 тысяч. И прежде чем покупать какое-то антикварное изделие, лучше, конечно, его отправить туда и за 5 тысяч. Но единственное, что его на неделю у вас отнимают, через неделю вам его возвращают. Так я отправила туда брошку, которая была в моей семье. Я думала, что это Фаберже точно, Михаил Прихнин, мастер Фаберже, который работал у Фаберже. Но там все было, и клеймо такое же, и бриллианты, и рубины, и форма, и ну все, и 56-я проба. Ну, вот все было такое же, как надо. И я была уверена, что это и шомпольная застежка старинная. Ну, вот все было. Все соответствовало тому, что это редчайший антиквариат и стоит просто вот каких-то, ну, больших денег. Ну, экспертиза, я провела экспертизу, отправила. Ну, это была обычная брошка, которую, да, там бриллианты были, рубины были, но это была подделка клейма, и все. Большая проблема стоит.
Это Даже для крупных музеев мировых. огромное. А вот было же дело лет 5 назад крупного собирателя антиквариата, русского миллионера, который судился из Третьяковской, он судился с экспертами, и он выиграл это дело. Они давали свои заключения, которые были заведомо ложными. И у него было огромное количество картин, там огромное состояние. И он выиграл это дело. Выиграл, это было такое немножко завуалировано, об этом особо не говорят, но вот в Ютубе есть целый даже процесс этот шоу. Поэтому, очень много сейчас подделок. Китайский рынок просто, если о советском фарфоре, это Украина, она, вот иногда приходят и говорят, что вы, у нас эта статуэтка 500 рублей стоит, вот у вас она стоит 9 тысяч, а у нас она 500 рублей. А попадание в вещи на Сотбис или Кристи гарантирует того, что это не подделка? Да, я думаю, что на 90% все-таки да. Потому что там уже эксперты идут другого качества все-таки. Все-таки, да. Такое количество подделок. И так много знаний нужно. У нас нет эксперта в живописи, такого серьезного, который мог бы и мне помочь. И, к сожалению, это уже без современной аппаратуры невозможно. Если фарфор возможно определить, оригинальность фарфора, потому что тут трудно ошибиться, если ты специалист. А вот в картинах ошибиться могут все. Вот я, например, вчера прочитала определение, вот как определить, натуральный бриллиант или он лабораторный. И поняла, что огромное количество бриллиантов, которые мы носим, это лабораторные бриллианты. Что натуральных бриллиантов не так много у нас. И даже во времена наших родителей, которые были, они тоже были уже какие-то там не совсем натуральные бриллианты. Определение пока есть какие-то способы определения в домашних условиях, например. Так, конечно, гемологические экспертизы должны быть. Только то, что я смогла бы унести с собой. Небольшое что-то. Это были бы, наверное, какие-то, возможно, драгоценности. Все-таки всегда найдется та женщина, которая уговорит своего мужчину купить ему очень дорогую игрушку. В первую очередь я, конечно, все-таки приобрела бы этот альбом «Тетради Гагарина». Вот не столько книгу, а тетради. Я бы тоже хотела их иметь с костюмами кавказскими. Очень хотела бы иметь. А оно выставляется? Это не такая редкость, в принципе. Это выставляется... есть, я знаю, Чеченский музей, они и в состоянии были это приобрести, 66, по-моему, тетради с его литографиями князя Гагарина. Вот он, путешествуя по Кавказу, зарисовывал с натуры парадные нарядные костюмы горцев. Там женщины и мужчины, это большие листы. Я люблю вообще литографии, гравюры, очень люблю. Люблю оригиналы Ле Мерсье типографии. Кстати, вот гагаринские, они были в типографии Ле Мерсье, французской типографии. Вот за моей спиной как раз и стоят вот эти вот литографии из типографии Ле Мерсье. Ле Мерсье, он один из тех, кто вообще изобрел технику литографии и окрашивания литографии. То есть это было где-то в середине 19 века. И вот они за моей спиной, оригиналы и есть там.
Да, кстати, интересный вопрос. Неважно. Вот можете представить себе, что это не важно? Даже в советском фарфоре это не всегда важно, потому что клейма надглазурные стираются со временем, смываются. Вот мне англичанка одна все время присылает антикварные статуэтки. Они на самом деле антикварные, там 910 год статуэтка, например, Пауэлл, 910 год. Она их моет. Вот у них в культуре они смывают все, вот тщательно отмывают. И надглазурные клейма, обычно какой-то период ставились надглазурные, они смываются. Бывает и такое. А лиможский фарфор, он вообще там, и вот есть такой Вье-Пари, например, вот это вот объединение, несколько декоративных мастерских объединились и создали вот одно такое вот название Вье-Пари, Старый Париж. Они 70% изделий вообще без клеем. Но они просто по первому взгляду видны. Это роспись, у нас, кстати, есть такие. Это роспись необыкновенная, это качество фарфора необыкновенное. Но сначала это вообще считалось как бы подделкой до сербского фарфора, например. Но настолько хороша подделка, что она превосходила оригинал. И в итоге это стало оригиналом. Мне очень нравится, когда приходят родители с детьми. Я просто, это для меня, я их фотографирую тихо, когда они не смотрят. Я собираю эти фотографии, вот когда приходят дети и родитель. И родитель вводит детей по вот этим вот предметам. То есть он им показывает. Если они захотят, я им могу рассказать. Но в основном там родители показывают им просто красивые вещи. И дети даже, это 6 лет, там 10 лет, они вытаскивают телефон и начинают фотографировать. Можно фотографировать? Я говорю, да, можно. И вот они фотографируют. Но мне это очень приятно. Я уже знаю, что этот ребенок, ну точно, туда зерно уже посеяно. Этот ребенок уже вырастет с интересом, он уже сможет сказать, вот, а я вот была в магазине, там в детстве видела в антикварном, она уже пойдет в другой антикварный, она приедет, вот там уже будет результат, потому что меня водили. Нужно показывать, просто показывать. Не надо говорить, ой, у меня нет денег, я не могу туда зайти. Без денег я туда не зайду, все равно не смогу. А да не надо покупать. И не надо покупать. Надо 10 раз прийти посмотреть, а потом решить это. Ну, надо найти к этому предмету место. Turn out the light and kiss me.